Доброго, прекрасного утра всем, кто сейчас находится по ту сторону экрана. Мы приветствуем всех наших дорогих телезрителей. Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня вторник, замечательный день. И я думаю, если вы в ближайший час проведете вместе с нами, вы однозначно проснетесь, зарядитесь позитивными новостями, прекрасными какими-то моментами. Ну и, конечно, получите всю полезную информацию. Поэтому оставайтесь с нами. Это будет очень хорошее, семейное, прекрасное, доброе утро. Ну и, как всегда, в начале нашего эфира мы поговорим с вами о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 32 градуса. В Заречной группе 31-41 градус ниже 0. В южных 10-22 со знаком минус. В Вилюйской группе 7-22, в Нижнеленских 23-27 ниже 0. В западных 31. В Колымандигирской группе Улусов 21-33 градуса мороза, в Янских 39-45 ниже 0. На северо-западе температура воздуха ожидается до минус 36. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 29 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 23 градусов. Ну а сейчас мы поговорим на одну из самых актуальных тем, которые касаются сегодня большинства людей, кто живет в городе Якутске. Это изменение маршрутов некоторых автобусов. Вот как же будут ездить автобусы в Якутске с ноября 2024 года? Мы поговорим о новых схемах движения. Напомним, что некоторые маршруты будут ликвидированы, вместо них появятся новые маршруты. И мы, конечно же, в первую очередь советуем в эти дни, после того, как в силу уже вступили изменения, еще раз изучить схемы перед поездкой и выходить на остановку пораньше. И на эту тему мы поговорим сегодня с директором газеты «Эхо столицы» Алексеем Толстяковым. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Давайте поговорим немножечко на общую информацию, да? Какие вообще... насколько важно запускать новые маршруты, ликвидировать другие, и обновленные схемы помогут ли разгрузить переполненные направления? Ну, однозначно помогут. Именно такой был замысел авторов этой транспортной реформы. Благодаря вот этим нововведениям у нас прогнозируется значительное улучшение транспортной доступности для новых микрорайонов, в том числе. Вы знаете, что микрорайон Звездный у нас активно заселяется. Туда у нас теперь автобусы ходят. У нас увеличивается пассажиропоток с большого крупнонаселенного микрорайона Прометей, условно, да. Новые какие-то направления, соответственно, люди могут, воспользовавшись общественным транспортом, добраться более быстро, удобно, комфортно, безопасно до социальных учреждений, для школ, детских садов, поликлиник, условно, да. Поэтому, да, безусловно, да. Именно такой был замысел авторов. Угу. Алексей, подскажите, пожалуйста, а у нас мы говорим только сейчас о ликвидации, добавлении новых маршрутов, либо добавятся автобусы там, где интервал ожидания был слишком большим? Да, в том числе. Вообще, какой замысел был? Условно у нас, смотрите, у нас несколько маршрутов ушло с проспекта Ленина, да, у нас два маршрута, 4-14 ушел у нас с проспекта Ленина, у нас, получается, стало больше автобусов там, где их не хватало. Условно, давайте возьмем новый маршрут, 12-й маршрут, 12. Да, который пришел взамен ликвидированного 25-му маршруту. Если раньше там было, если не ошибаюсь, 8 автобусов, то теперь по итогам вчерашнего дня у нас на этой линии работает 20 автобусов. Поэтому так. Ну мы сейчас показали некоторые отзывы жителей. Действительно, очень много жителей Якутска и гостей столицы оценили уже нововведение. И если посмотреть, то, конечно, позитивных откликов больше, да, потому что люди действительно говорят, как здорово, как быстро приехал автобус, как замечательно, что появился новый маршрут. Да. Какова статистика первого дня?
Ну, очень предварительные данные у меня есть. Значит, на вчерашний день у нас выход техники составил 250 единиц. Это, ну, довольно много. На 60 буквально единиц больше, чем в среднем в октябре месяце. Исполнение графика составило порядка 90%. Это тоже очень высокий показатель. Безусловно, были сходы по техническим причинам, в том числе, вы, наверное, помните, у нас вчера был пожар на 17-м маршруте, да? Вот. Но в целом, конечно, выход очень хороший. Как говорит руководитель городской дорожно-транспортной службы, приближаемся к показателям доковидных времен. Ну вот, вы помните, что в 2019-2020 году у нас парк составлял порядка 270 автобусов. Вот на сегодняшний день у нас 250 автобусов. Замечательно. Ну, то есть статистика говорит о том, что, в принципе, идеи, которые были заложены изначально, они уже воплотились в жизнь, и динамика есть. Динамика очень положительная. Более того, мы сейчас наблюдаем, по сути, только первый этап реализации вот, транспортной Реформы. Схемы. Да, реформы схемы. Плавный переход будет, и я очень надеюсь, что жители его, наши горожане его оценят по достоинству. Я думаю, что в ближайшее время все будет очень хорошо. Напоминаем, что на связи с нами был директор газеты «Эхо столицы» Алексей Толстяков. Спасибо вам большое. Мы желаем вам хорошего, продуктивного рабочего дня. Спасибо, до свидания. До свидания. Дорогие телезрители, если вы хотите поделиться своими эмоциями по поводу транспортной реформы, либо, возможно, немножечко пожаловаться на что-то, то вы можете это сделать прямо сейчас, позвонив нам на номер, который вы видите прямо сейчас на экране. Действительно, позитивные новости с это всегда приятно, поэтому если вы сегодня, либо уже вчера попробовали новый маршрут, либо добрались до работы, либо до садика быстрее, чем обычно, расскажите нам об этом, мы будем очень рады прекрасным новостям. Ну а о том, что же произошло на территории республики за ее пределами, узнаем прямо сейчас. Доброе утро. Расскажем об актуальных событиях к этому часу. В Госдуме призвали россиян заплатить налоги заблаговременно. Россияне, откладывающие погашение налогов на последний момент, рискуют пропустить срок уплаты и получить штраф. Срок уплаты транспортного земельного налога на имущество физлиц в России истекает 2 декабря. То есть на это остается всего 2 недели. Помимо имущественных налогов в текущем году банковским вкладчикам впервые начислен НДФЛ по их вкладам, если общая сумма полученных процентов превысила 150 тысяч рублей. Переход автотранспортом через реку Лену сейчас строго запрещен. Несмотря на это, водители выезжают на лед с пассажирами. Структурные подразделения усилили контроль на нелегальных переправах. Сегодня в районе 204-го микрорайона Якутска проведен рейд с сотрудниками МЧС и специалистами Минтранспорта. Лед местами еще ненадежен. Отмечу, что для выявления нарушителей используются видео и фотофиксаторы, а также беспилотные летательные аппараты. Официально автозимники на сегодняшний день еще не открылись. Планируемая дата открытия автозимника Хатаса-Павловск – это конец ноября текущего года. Управлением автомобильных дорог ведется вплотную работа по наращиванию льда, значит, подъездные пути. И, соответственно, при открытии автозимника, значит, будут выставлены пункты весового контроля, чтобы мониторить ситуацию по весовому контролю. Вот. А за несанкционированный выезд на лед будут, значит, применены санкции в виде штрафов. Ледовую переправу Хатасы-Павловск планируют открыть в конце ноября. Идут усиленные работы по подготовке автозимника. Наращиванием льда занимаются подрядные организации, в распоряжении которых 3 мотопомпы. Кроме того, для ручной чистки торосов увеличили количество рабочих в бригадах. По завершению подготовки и официального открытия автозимника Хатасы-Павловск по нему смогут совершить движение машины весом до 3 тонн. Зимник к проезду транспортных средств еще не готов, толщина льда еще не позволяет открыть движение. Сейчас в данный момент ведутся работы по заливке, по наращиванию льда. Также расчистка торосов вручную, это с помощью
дорожных рабочих там порядка 10 человек. И с завтрашнего дня будем пробовать пробивку белорусами, там, где позволяет толщина льда. Работу паромной переправы по маршруту Жатай-Техтюр завершат 23 ноября. Сообщается, что грузовые перевозки с сопровождением ледокола по маршруту Жатай-Техтюр-Жатай будут выполнены одним круговым рейсом 19, 21 и 23 ноября. Для получения дополнительной информации можно обратиться по номеру 40 80 09, добавочный 12 31. В Якутии стартовал первый этап акции «Безопасный лед», который продлится до 24 ноября. Основная цель – недопущение происшествий на водных объектах и пропаганда безопасного поведения населения. Акция пройдет в 6 этапов с ноября по апрель. В ходе мероприятий специалисты проводят беседы с населением, мониторят водные объекты, производят замеры толщины льда. За выезд на лед предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа. Для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Сегодня 19 ноября. На Руси в этот день принято было надевать все чистое, а еще лучше, если это будут новые вещи. Согласно приметам, дела и поступки будут чистыми. В жизни и в доме также воцарятся порядок и покой. Берем на заметку такой совет, а вот чем еще запомнился этот день, узнаем далее. На календаре 19 ноября. Сегодня отмечают Международный мужской день, День ракетных войск и артиллерии в России, День преподавателя высшей школы в России, День работника стекольной промышленности России, а также День женского предпринимательства. По народному календарю в этот день отмечается память святителя Павла Исповедника. Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов. Некоторые предсказания делали, наблюдая за животными. Хозяева подмечали, если у лошадей в этот день хороший аппетит, то и зимой они болеть не будут, а если корова дает много молока, то хорошие удои будут как минимум до весны. Этот день в истории. В 1190 году основан Тевтонский орден. В 1765 году в Польше открылся первый драматический театр. В 1819 году открылся музей Прадо в Мадриде. В 1824 году произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение. В 1942 году начало контрнаступления советских войск под Сталинградом. В этот день родились Михаил Ломоносов, русский ученый, естествоиспытатель, основатель МГУ. Иван Крузенштерн, российский мореплаватель, адмирал. Джеймс Абрам Гарфилд, 20-й президент США с 4 марта по 19 сентября 1881 года. Михаил Калинин, советский политический деятель, всесоюзный староста. Хосе Капабланка, кубинский шахматист, 3-й чемпион мира, шахматный теоретик. Александр Новиков, советский военачальник, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза. Индира Ганди, индийский политический и государственный деятель. Эмиль Брагинский, советский и российский киносценарист, драматург, писатель. Юрий Кнорозов, советский лингвист, расшифровавший письмена майя. Именины сегодня отмечают Александра, Анатолий, Арсений, Варлам, Василий, Виктор, Гаврил, Герман, Ефросинья, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима. 19 ноября еще не является зимой в привычном понимании, но у нас в Якутии уже установилась морозная погода. Психологи утверждают, что зелень зимой положительно влияет на психологическое состояние человека. При виде зеленой листвы человек получает сигнал, что можно расслабиться, отчего его дыхание и сердцебиение становятся ровнее и спокойнее. Кроме того, зеленый цвет – это цвет спокойствия, безопасности и гармонии. Он обладает эффектом успокоения и улучшает внутреннее состояние человека. Предлагаем вам попробовать сделать зеленую грядку прямо у себя на окне. Доброе утро! В Якутии в зимнее время очень сложно достать зелень. Но в наших домашних условиях вы тоже можете посадить зелень, которую вы будете уже кушать через 7 дней. В домашних условиях вы можете вырастить горох овощной, базилик, редиску, капусту, рукколу и разные салаты. Что нужно, чтобы вырастить микрозелень у себя дома? Это лоток, перлит, семена, пакет и
опрыскиватель. Может быть простой, может быть автоматический. Так, берем перлит. Вот этого перлита будет много, но на будущее вам тоже пригодится, когда вы будете выращивать растения. И получается где-то сантиметр в высоту. Потом обильно опрыскиваем, чтобы перлит впитал в себя воду. Высыпаем нашу микрозелень. Посмотрите, какие красивые семена. У всех, кстати, они разные. Это была капуста белокочанная, а это семена редиски, микрозелени. Теперь очередь моего любимого ароматного базилика. Горох. Как мы знаем, семена гороха очень крупные. И здесь микрозелени то же самое. Ну вот так на перлит мы рассыпали микрозелень. И посмотрите, какое здесь ассорти из семян. И обильно опрыскиваем наши семена. Очень обильно. Как мы знаем, семена всходят, если только под ним что-то мокрое. В нашем случае это перлит. Берем обычный пакет и делаем тепличные условия для нашей микрозелени. Вот так вот укрываем пакетом. Главное вот так вот открывать и проверять, перлит мокрый или нет. Если что, опять опрыскиваем. Через 7 дней, когда они взойдут, вы можете уже кушать и срезать. И получается, что вы срезаете только один раз. Повторно там ничего не вырастет. Лоток вы можете использовать многократно. Перлит можете очистить от корней и зелени, и потом его тоже использовать в грунте. Первые всходы появятся через 2 дня, а через 7 дней вы уже можете употреблять в пищу, украшать ваши блюда и радовать свою семью свежей микрозеленью. Ежегодно, начиная с 2004 года, 19 ноября в России отмечается Международный день дефектолога. Это профессиональный праздник специалистов психолого-педагогического сопровождения. Педагоги-дефектологи – это очень востребованные специалисты в школах-интернатах, детских центрах, детских садах, санаториях, специализированных дошкольных и школьных учреждениях, а также медицинских центрах страны. И сегодня у нас в гостях учитель-дефектолог, учитель-логопед высшей категории Наталья Наволокова. Наталья Евгеньевна, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала, может быть, поговорим на общую тему, да, вообще, кто такой дефектолог? Есть такая профессия, которая развивается на стыке медицины и педагогики, и эта профессия называется дефектолог. Дефектолог – это не врач, это педагог. Это коррекционный педагог, который работает с детьми с ограничениями в развитии. Основная задача дефектолога – это воспитание, обучение, развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, это социализация и адаптация детей в общество. С какой категорией детей чаще всего работают такие специалисты? Существует несколько дефектологических специализаций, такие как сурдопедагогика, это дети работают с детьми с нарушениями слуха, это тифлопедагогика с нарушениями зрения, олигофренопедагогика. Это работают с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, задержку психического развития, ментальные нарушения, расстройства аутистического спектра. Это логопед, который работает с детьми с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями чтения и письма. И также ортопедагог – это с детьми, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата, ДЦП.
Ну, то есть достаточно такие сложные, да, моменты. А вообще, насколько сложно получить такую специальность, да, и вы получаете образование вот просто как дефектолог, а потом идут какие-то специализации, да? Да, ну, я закончила СФУ, бывшая ЕГУ, да, кафедра у нас специально-дефектологического образования. И вообще первое мое образование – это учитель-логопед. Но так как логопед, он работает с детьми с нарушениями речи, да, а дефектолог – это уже намного шире, больше. И так как сейчас появляется, да, много деток с такими проблемами в развитии, да, и приходится постоянно как бы повышать свою квалификацию, да, и в зависимости от того, какой ребенок к нам приходит, мы уже выбираем ту или иную специализацию и работаем в этом направлении. Ну вот как специалист-дефектолог, что может развить у ребенка? Ну, вообще, первый этап работы, да, дефектолога – это полное обследование ребенка, где мы выявляем уровень развития и уже смотрим, обследуем, то есть и память, и внимание, и мышление, и понимание речи, и зрительное восприятие, слуховое восприятие, уровень развития словарного запаса, да, и игра мы смотрим, да, и дальше уже вторым этапом, то есть после проведения диагностики выстраивается индивидуальная коррекционная работа с ребенком, где основным направлением в работе тоже является развитие социально-бытовых навыков у ребенка, это ознакомление с окружающим миром, это развитие словарного запаса и понимание речи в целом, да, и, конечно же, игра, так как ведущей деятельности в дошкольный период является игра, и мы учим детей, развиваем детей в игре. И родителей тоже мы, конечно же. Наталья Евгеньевна, вот вы только что затронули тему, да, возрастного момента, да, вот когда чаще обращаются, да, вот если дать совет родителям, когда нужно обращаться к дефектологу, уже по факту, когда ты понимаешь, что есть проблема, или в целях профилактики, либо обязательных каких-то медосмотров? Ну, конечно, каждый ребенок развивается в своем темпе развития, да, в своем индивидуальном темпе. И мама лучше всего знает своего ребенка, и здесь мама уже может заметить какие-то маленькие такие звоночки, можно сказать, да, то есть все равно существуют такие нормы, да, развития, к которым мы придерживаемся, да, и мы понимаем, что если, например, да, и речь, и моторное развитие, оно протекает параллельно, да, и, например, у ребенка на первом году, ну, сначала мы, конечно, еще смотрим, как протекала беременность, как протекали роды, как протекало раннее развитие ребенка. И уже начиная с 3-месячного возраста можно увидеть, да, что есть ли у ребенка гуление или лепет, появилась ли у ребенка улыбка, комплекс оживления, когда мама обращается к ребенку, и ребенок радуется, улыбается, машет ручками, да. То есть если этого нет, то есть это уже очень самый первый, да, такой фактор. Но обычно на это же обращают внимание уже педиатры, которые вот на обязательных медосмотрах, да, осматривают ребенка. А если с точки зрения вот профилактических целей, ну вот очень много у нас сейчас заботливых мамочек, вот в таком хорошем плане немножко сумасшедших, да, которые вот начитались очень много информации и сходят с ума. И вот видят в своем ребенке, что что-то не так и что-то не то. К дефектологу когда бежать? Ну, вообще, вот, да, есть категория родителей, которые чрезмерная такая, да, опека, и они очень много знают, читают, и немножко путают, как бы, да, вот там понятие там логопед, дефектолог, то есть, да, как логопед, будто бы то есть там синонимы, это да? как бы там речь, да, дефектолог это уже как бы немножко шире, да, и если у ребенка есть какие-то ограничения в развитии, и основные, то есть это к годику появляются первые простые слова, то есть, да, это в 1,5 года. То есть слова у ребенка, да, 2-2,5 это простая фраза, фразовая речь, 3-3,5 это связная речь. И если у ребенка, ну вот всегда говорят, мы ждем до 3 лет, да, но если есть какие-то показатели, да, если вот есть дети группы риска, там тяжелая осложненная беременность, роды, да, или уже мама вот видит, да, что что-то идет не так, что, опять же, мамы видят и сверстников, да, и друзей, и подружек, что что-то не так, не нужно сидеть ждать, да, там, до 3 лет.
Многие еще родители считают, что вот мы пойдем в детский сад, он там заговорит. Или там папа заговорил поздно, или это мальчик, он заговорит позднее. То есть это не так. То есть все равно нужно бить тревогу. И у нас сейчас очень развита ранняя помощь и в детских садах, и в поликлиниках, да, открываются центры, службы ранней помощи, которые направлены как раз и на помощь маме, и на профилактику задержки в развитии. Наталья Евгеньевна, спасибо большое за такую полезную информацию. Мы поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. И, конечно, хотелось бы, чтобы поменьше ребятишек обращались к вам. Ну а если все-таки обращаются, чтобы именно такие специалисты, как вы, могли оказать им первую помощь. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Несомненно, эффективная коммуникация – это один из важнейших навыков, которым может обладать каждый. А публичные выступления – это важнейший аспект коммуникации. Устные выступления включают в себя не только говорение, но и слушание, наблюдение и анализ. Это требует критического мышления, решения проблем и креативности. Наши юные корреспонденты ежедневно трудятся над тем, как нужно говорить уверенно, четко и убедительно. На очереди детские новости. Природа – наш дом, поэтому к ней нужно относиться бережно и уважительно. Такое отношение необходимо воспитывать с детства. Даже самые юные защитники природы пришли сдать собранные батарейки, чтобы внести свой вклад в сохранение экологии нашей планеты. Акция по сбору батареек направлена на то, чтобы научить малышей с малых лет заботиться и любить окружающую среду. Эта акция стала для детишек не только возможностью внести свой вклад в защиту окружающей среды, но и важным уроком о том, как маленькие усилия могут привести к большим переменам. Вообще дошкольный возраст – это оптимальный этап развития экологической культуры человека. И экологическое образование формирует у детей нравственные качества, формирует правильному экологическому грамотному поведению с самого раннего детства. Именно так считают и родители групп «Золотой ключик» и «Аленький цветочек», которые стали инициаторами этой акции. А точнее, подарили урну детскому саду, предоставленную им Якутской экологической компанией. В этот день воспитатели провели занятия и рассказали малышам о вреде, который могут причинить неутилизированные батарейки, и о том, как правильно их выбрасывать. Дети не только проявили активность, но и получили ценные знания о необходимости охраны природы. Какие важные правила поведения в природе вы знаете? Нельзя бросать мусор в городе и лесу. Нельзя зажигать костер, в лесу может произойти очень большой огонь. Нельзя ловить и не приносить домой девчонок со зверей, белочек и птичек. В день акции ребята собрали батарейки в специальный контейнер, установленный в детском саду. Каждый из них стал частью большой команды, которая заботится о будущем планеты. После наполнения урны детский сад регулярно будет передавать ее в Якутскую экологическую компанию для дальнейшей грамотной переработки батареек. Альберт Миронов, Семен Семенов, Якутск. Алеша, теперь Алеша просит, да? Несомненно, все дети рождаются с набором талантов, способностей и умений. Задача родителей эти таланты заприметить, распознать и помочь их воплотить ребенку в жизнь. Только вот не всегда родителям известны способы распознавания и грамотного общения с детьми. Предлагаем вам и вашим близким пройти рисуночный тест, который поможет определить склад личности, понять его отношение к разным сторонам действительности, а также узнать его тайны и желания. Доброе утро! Сегодня мы будем рисовать дом нашей мечты. Этот процесс может быть очень терапевтичен для ребенка и для родителей в том числе. Вы можете увидеть то, какими карандашами пользуется ребенок, каким образом он рисует, каких персонажей он рисует, на что обращает внимание. Так как мы делаем именно дом мечты, да, то о чем мечтает ребенок? Что туда входит, да? Может быть, это будет животное, о котором ребенок мечтает давным-давно. Может быть, это бабушки и дедушки, по которым ребенок соскучился. В этот процесс могут быть вовлечены все члены семьи. Это может быть прекрасным проведением досуга, например, воскресным вечером, когда все могут сесть и нарисовать. Причем чаще всего старшие дети нарисуют совсем иное, совсем другое. Скорее всего, там уже, возможно, не будет родителей. Они уже будут рисовать себя более взрослыми, например, уже состоявшимися людьми. То есть посмотреть, к чему стремится ребенок.
Если это бабушки и дедушки, то, возможно, можно будет найти подсказки, о чем они мечтают. Возможно, на подарок, например, чего им не хватает в обычной жизни. Если говорить о мужчинах, то в их доме мечты, наверное, скорее всего, будет много техники, и их дом мечты будет немножко отличаться. Здесь, кстати, тоже можно будет уточнить и посмотреть у мужа, например, что для него важно. Важно просто соблюдать чистоту и порядок, или важно для того, чтобы там было уютно, тепло, светло, красиво и так далее. То есть это тоже, такие рисунки тоже о многом говорят. Еще отличной идеей будет нарисовать на ватмане всей семьей дом мечты. В этом случае каждый член семьи сможет нарисовать то, о чем он мечтает. Например, кто-то мечтает о кошке, например, кто-то о детской площадке, папа мечтает о снегоходе. И все эти элементы нарисовать на одном большом ватмане. По истечении времени, когда уже ребенок будет видеть о том, что, например, его мечта сбылась, ура, там взяли кошку, то ребенок начнет понимать о том, что все мечты, они в принципе достижимы. И можно будет дорисовать еще что-то, и тоже он будет уже ставить это не как мечта, а как цель для достижения. Ага, но здесь ребенок торопился нарисовать, поэтому так немножко неаккуратно. Но что мы здесь можем видеть? Здесь большой дом, бассейн, детская площадка. То есть тут уже понятно, о чем мечтает ребенок, да? О том, чтобы у нас был бассейн, о том, чтобы была детская площадка. Мы живем в частном доме. И именно, скорее, здесь именно о том, чтобы проводить время с семьей. Здесь все члены семьи. Дай-ка посмотрю. Например, вот это кто? Мама и папа. Мама и папа. Мама и папа находятся вместе, то есть рядышком. Здесь это бабушка. Бабушка это Дедушка. Бабушка и дедушка присутствуют в нашей семье обязательно. Это старшие сестры, я так понимаю, да? Да. Ага. Где ты? Покажи. Вот. Вот, ты качаешься на качелях, да? Да. А это? Митюша. Это Митюша, не успела еще раскрасить. Митюша — это младший брат. То есть, если здесь сказать именно о желаниях ребенка, то ребенок мечтает о детской площадке, да? Дом на дереве. Ага, домике на дереве, о бассейне во дворе, да, чтоб летом купались все вместе. Еще лежаки. Лежаки. Но если говорить именно о семейных ценностях, то для ребенка важно, чтобы мы проводили время всей семьей вместе. Еще один отличный вариант взаимодействия с ребенком – это утренняя зарядка. Ведь это самый простой и доступный способ поддержать и сохранить свое здоровье. Для детей взрослым лучше не просто показать ребенку, что и как нужно делать, а лучше принять активное участие в самом процессе. Именно зарядка, проведенная совместно с родителями, поднимает настроение, создаст атмосферу доверия, тепла и уюта. Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня мы будем показывать с моей дочкой парные упражнения с мячиком на силовую часть, на все тело. Первую тренировку смотрим прямо и прорабатываем весь корпус. Ручки наверх. Анечка от меня наклонилась и мячик забрала. И в другую сторону. Хоп. И ко мне. Прорабатываются боковые мышцы. Дышим ровно. Вдох. Выдох. Взрослому человеку, например, с ребеночком тяжело, и больше сильнее прорабатываются мышцы. И пошли. Хоп. 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 И выдох. Это первый комплекс, можно сделать 10-15 повторений. Следующий комплекс, мы поворачиваемся друг к другу к лицу с партнером и делаем приседания, и тем самым играем с мячиком. Хоп, садишься ровно, хоп, выдох, упор на пяточки, в игровой форме с детками, да, детки хорошо играют, хоп, мячик. Внимание, концентрируемся и тратим лишнюю энергию. Хорошо, выдох. Следующая серия упражнений мы будем делать на коврике. Вдруг берем мячик и круговыми движениями передаем. Хоп. Прорабатываются косые мышцы живота, животик можно прижать. Хоп. Также и может и в другую сторону пошли. Хоп, Аня, лови. Вестибулярный аппарат, да? Хорошо прорабатывается. Выдох и вдох. Хорошо.
Мячик давай положим сбоку. Беремся цепкой с ребеночком друг к другу. Аня ножки прижала к полу, прямые. И ходим. Хоп, хоп, хоп. Тоже на ягодички и обратно. Хоп, хоп, хоп. Туда-обратно ходим с ребенком вместе. Хоп, хоп, хоп. И Аня к тебе. И к тебе. Вот такой комплекс мы с Аней показали вам сегодня, чтобы вы были здоровы, энергичны и бодры. Совместное чтение – это также отличный вариант сближения взрослых и детей. Оно не только обогащает их информацией, расширяет кругозор, но и устанавливает связь между поколениями в семье. Ведь те книги, что мы читали в детстве, несомненно понравятся и современному поколению. Нужно лишь помочь с выбором. Любовь к книге воспитывается в раннем детстве. Дети приобщаются к книге благодаря рассказам родителей, чтению вслух, домашним театрализованным представлениям, кинофильмам и мультфильмам. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я вам хочу рассказать про книгу «Домовенок Кузька», которую написала замечательная писательница и художница Татьяна Александрова. Я с детства очень люблю истории про домовых. И как-то раз мама включила мне мультик про домовенка Кузю, который подружился с девочкой Наташей. Он оказался вовсе не страшным, а очень забавным, милым и добродушным. На полках детской библиотеки ДТК Центра чтения я наткнулась на книгу и решила прочитать. Хоть она и для маленьких, но ее любят и взрослые, и дети. Мне кажется, эта книга очаровывает всех своей добротой, теплотой и сказочной атмосферой. Из предисловия книги я знала, что автор Татьяна Александрова во время работы над сказкой прочла множество сказок народов мира и выучила десятки поговорок, на котором разговаривает домовенок Кузька. Читая книгу, мы узнаем, что он понимает языки всех зверей и птиц, и даже некоторых видов рыб. Больше всего мне понравилась тема «Дома Бабы-Яги». Один для плохого настроения, где старушка лютует, а другой для хорошего настроения, где бабули просто золотце. А также мне понравились другие домовые, лешие, русалки, кикиморы и даже водяной. Эта сказка очень даст видеть чудесные даже в самых обычных вещах и разгадывает тайны и дарит тепло своим близким. Всем советую прочитать эту чудесную книгу. Продолжим тему детских произведений. Воробьи по проводам скачут и хохочут. Видно, строчки телеграмм лапы им щекочут. Самуил Маршак. И неспроста я вдруг решила вспомнить строки этого детского стихотворения, потому что герой нашего следующего сюжета – это именно эта милая пташка. Необычно пернатый питомец живет в квартире Якутска у будущего ветеринара Дианы Павловой. Девушка выхаживала семечку, так зовут домашнего воробья, с самого его рождения. С тех пор прошло 1,5 года. Воробей ежедневно развлекает хозяев своими трелями. И так давно решил познать прелести жизни на свободе, чем заставил понервничать и переживать не только хозяйку, но и всех, кто узнал об этой истории. Тему продолжит Катерина Винокурова. Как оказалось, воробьи – это певчие птицы. Мы об этом не знали, пока не прочитали. Мы думали, воробей – это просто воробей. Летом 2023-го в контактный зоопарк, где работает Диана, обратились люди, нашедшие на дороге маленького воробушка. Неравнодушная девушка решила взять его себе. Родителей нигде нету, он лысенький, он слепой, и что с ним делать непонятно. Я как очень инициативный человек, посоветовавшись с мамой, решила, что надо брать. Интересно же, как эта птичка маленькая растет. В плане, так как я ветеринар, мне очень интересен этот процесс. Выхаживали семечку как младенца, проштрудили весь интернет, кормили по часам, учили летать. Спустя время птенец возмужал, оперился, встал на ноги и превратился во взрослого воробья. Так на протяжении года радовал домашних своих пением, пока однажды не пропал. Сначала подозрения пали на кота. И тут еще, как назло, получается, на кухне одно единственное перышко осталось. Одно. Мы уже грешно подумали на кота. Тетя его всего осмотрела там на наличие какого-нибудь перышка, кровушки, там вот чего-нибудь такого страшного. Ничего не нашли. Потом так подумали, дверь кухни была закрыта, кота в ней не было. Значит, все хорошо. Поняли, что окно было открыто. Дырка там есть, а птицы нету. Насчет старшей кошки мы вообще не сомневались. То есть она у нас пацифист. Она у нас жила и с морской свинкой, и с хомячками, и всем, чем только можно. С рыбками. Она вообще... К живому она относится лояльно. То есть она мне не мешает, я ему тоже не мешаю, я его не трогаю.
А с младшим немножечко посложнее, потому что он у нас крысолов, то есть он на него смотрит, он может на него прыгнуть, но когтями он на него не прыгает. Укусить он его тоже не пытается, но все же он его гоняет. Искали мы, часов до 9 я точно на улице ходила, я его звала. Наверное, весь район думал, что я сошла с ума. А он прям отвлекается, да? Ну, он обычно прилетает к нам, ну или хотя бы поет в ответ. И так прям звонко, резво так, и прям вот типи-ти, там, чирик-чирик, всякое такое вот. И букву «Р» он очень четко выговаривает, поэтому это легко отличить от других воробьев. Типи-ти, типи-ти. 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 Потом там вот соседи в соседнем доме, там парень вышел на балкон. Он на нас очень долго смотрел пристально и думал, кого мы ищем. Потом он все-таки спросил, а вы кого потеряли? Я такая, у меня воробей потерялся. А он что, домашний был? Поиски не увенчались успехом. Решили выставить объявление. Об истории узнали и в других городах. Ну также люди ищут, типа породистых кошек, породистых собак. А тут просто обычная птичка. Но я подумала, я очень долго думала, я боялась, что ему как-то люди навредят, как-то что-то с ним сделают. Через неделю пришла радостная весть. На связь вышел молодой человек, на балкон которого залетела птица. Он залетал к нам в квартиру, сидел у нас на мониторе и не хотел вылетать. И я такая, нет, на мониторе только мой сидит. А не так давно в квартире появился второй воробей. Взяли в надежде на то, что это самка. Через клетку они ругались. Семечко у нас цыпу за волосы таскал. Временами мы на него ругались, он потом перестал это делать. Потом у нас цыпа переехала на подоконник, и мы смотрим, и подозрительная бородочка вылезает. И мы такие, ну все, приехали, второй, уже не цыпа. Ну, мы решили, что его будут звать Ефим. Мы такие, Ефим так Ефим. Характер, сила и ум. Вот что чувствуется в воробьях, признается Диана. Общаться с ними порой интереснее, чем, скажем, с канарейками. В домашних условиях они очень красивы. Их оперение – настоящее произведение искусства при близком рассмотрении. Перышко к перышку. В общем, теперь воробьи для Дианы – любовь на всю жизнь. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Якутск. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. И в начале нашего утреннего эфира сегодня мы затронули очень интересную тему. Это тему, которую обсуждают сегодня очень многие. Это тему реформ, которые произошли в транспортной системе нашей столицы. И мы предложили нашим телезрителям позвонить нам и рассказать свое мнение на эту тему. И у нас есть уже утренний телезритель, который хочет высказать свое мнение. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Я живу в районе ДСК. У нас 16-й маршрут убрали, а мы пожилые, и хромые, и больные. И мы ездим в поликлинику номер 3. Вот на одном маршруте мы ездили. Иногда вот неделю 2-3 раза ездишь. Что на укол, то еще куда-нибудь. А теперь, значит, приходится на 2 автобусах ездить. Значит, мы до Прометея доезжаем, потом высаживаемся и садимся на 17-й или на 5-ку и опять едем туда. И у нас двойной расход получается. То есть для вас такие нововведения не очень приятные, да? Да. Для пенсионеров же мы каждую копейку считаем. И тут нам это накладно получается. Ну, спасибо большое за ваше мнение. Я думаю, совсем скоро те органы, которые занимаются подобными изменениями, возьмутся за какие-то корректировки. И ваш звонок сегодня был очень важен для нас. Спасибо, что позвонили нам в прямой эфир. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну вот так, видите, не всегда какие-то новости бывают вот однозначно позитивными и хорошими. Иногда, видите, есть и обратная сторона медали. Но я думаю, все это наладится чуть позже, потому что только первые дни. Ну а в целом, конечно, как нам говорил наш эксперт сегодня, хорошо, что вообще взялись за эту тему, потому что действительно давно не менялись маршруты автобусные, а город у нас разрастается, поэтому, я думаю, все во благо жителей. Нужно лишь подождать. Ну а сейчас передаем слово вновь нашим коллегам из новостного отдела.
Продолжим говорить об актуальных событиях этого утра. Выдача потребительских кредитов в октябре по сравнению с сентябрем сократилась на 20%. Наибольшее количество таких кредитов в регионах России было отмечено в Москве. Количество выданных кредитов в октябре этого года составило более 2 миллионов, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 20,3%. При этом, по данным МБКИ, выдача потребительских кредитов в октябре сократилась еще существеннее по сравнению с началом года. Сокращение выдач составило 25%. В Якутии 557 человек заключили социальные контракты на открытие своего дела. На эти цели направлено почти 211 миллионов рублей. Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется семьям и одиноко проживающим гражданам с доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. При этом в приоритетном порядке они предоставляются многодетным семьям, семьям с детьми, а также семьям участников СВО. Размер помощи может составить до 500 тысяч рублей в зависимости от мероприятий бизнес-плана заявителя. В здании ожогового центра Республиканской больницы номер 2 на днях завершился косметический ремонт во взрослом отделении. Центр располагается в здании, в котором ранее был военный госпиталь. Здание было спроектировано по южному типу и требовало множества доработок. После всех согласований в помещении проведен ремонт, благодаря чему в коридорах и палатах стало больше света и уюта. Здание полностью перешло на баланс Минздрава практически по документам совсем недавно. И, к сожалению, наша судьба, она до конца не была решена. Останемся мы в этом корпусе, переведутся нам в другое здание. Вот когда определилось, что пока мы остаемся здесь, в этом году провели масштабный косметический ремонт в помещениях ожогового отделения номер 1. Это взрослое отделение, где находятся у нас взрослые пациенты с острой термической травмой, то есть ожогами, с поражениями и его последствиями. В Берджилгестяхе Горного Улуса индивидуальный предприниматель Федор Попов открыл овощехранилище по муниципальной программе развития сельского хозяйства. Это современное предприятие оснащено инновационными технологиями, позволяющими поддерживать оптимальные условия для хранения овощей и фруктов, что способствует снижению потерь и повышению качества продукции. Успешная реализация данного проекта станет основой для дальнейшего развития агросектора района, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Федор Попов выразил надежду, что его инициатива вдохновит других предпринимателей на подобные начинания, что укрепит продовольственную безопасность и обеспечит благосостояние местных жителей. Со следующего года мы будем принимать у населения и фермерских хозяйств продукцию в виде капусты, картошки и других продукций для хранения. На базе Мюрюнской средней школы номер 2 прошел муниципальный этап ежегодной Всероссийской олимпиады по 3 предметам – родной язык, история и астрономия. В нем участвовали ребята с 5 по 11 классы. Всероссийская олимпиада ежегодно проводится по 26 предметам. В ней участвует более 6 миллионов человек. В соревновании 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Муниципальный этап предусмотрен для учащихся 7-11 классов, а по 2 последним могут участвовать школьники старшего звена. Всего участников около 300. Работаем по 2 этажам. Дети приехали сегодня у нас с 30 образовательных школ Улуса. Всероссийская олимпиада школьников и олимпиада школьников Республики Саха-Якутия дает право при поступлении в старших классах с 9 по 11 классы дают дополнительные баллы при поступлении в наши вузы и центровузы. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире. В рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» проводится выставка «Лучшие ювелирные украшения Якутии-2024». Обо всем подробнее нам сегодня расскажет организатор выставки «Сокровищница Якутии» Гохран Анна Иннокентьевна Антонова. Анна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка к выставке вообще и какая основная ее цель? Основной целью выставки лучших ювелирных украшений Якутии-2024, конечно же, является развитие и поддержка ювелирной промышленности в Якутии. Это поддержка молодых авторов ювелирных украшений,
выход на российские мировые рынки. Да. Сама подготовка к выставке начинается еще задолго до проведения выставки. Да, это довольно долгий, трудоемкий процесс, да, так как в основном проходит работа с ювелирными украшениями, да, то есть это драгоценные металлы, драгоценные камни, что, безусловно, накладывает определенные сложности. Да. Вот. Несмотря на них, выставка «Сокровищницы Якутии» уже вчера открыла свои двери для посетителей выставки. У нас вчера прошли первые экскурсии, вот, куда вот хотим пригласить гостей нашей республики и жителей, да, Якутии. Да. А можно ли сказать, что подобное мероприятие, оно как-то притягивает туристов к нам? Или все-таки такая выставка рассчитана только на жителей нашей республики? Конечно же, безусловно, да, можно сказать, что это притягивает и вызывает интерес также гостей нашей республики, так как выставка проходит в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Очень надеемся, да, что привлечем именно туристов, чтобы познакомить их с самобытным талантом наших мастеров-ювелиров. И ждем всех гостей также с районов нашей республики. Да. Ну а как выбирали участников и сколько всего человек будет представлено, да, на этой выставке? И какие с таким вот, может быть, уже какие-то очень интересные работы можно отметить? В этом году представлен 21 участник. Всего будет представлено 73 изделия в различных направлениях, в таких номинациях, как лучшие ювелирные, лучшие национальные украшения, направления в различных стилевых направлениях ювелирных, также косторезное искусство и камнерезное искусство, и малая пластика. Очень интересно. То есть направлений достаточно много, да? Да, и каждый, мне кажется, отметит что-то для себя. Да, как-то вот определить для себя, какой лично мне нравится, мне тоже довольно сложно. На месте там уже, да, можно посмотреть. Хорошо, сразу, может быть, у многих телезрителей возникнет вопрос. Подобная выставка, она бесплатна, либо есть какой-то платный вход, а может быть, есть какие-то льготные моменты? Да, вообще выставка проходит ежедневно, в будние дни с 10 утра до 5 вечера. Билет платный, да, билет платный, стоит недорого, 350 рублей. Также есть льготные билеты, да, это для пенсионеров, школьников, да, и бесплатные билеты для категории людей с инвалидностью, для детей до 7 лет, да, а также для участников СВО и их семей. А можно ли пройти какую-то экскурсию? Просто одно ведь дело пройти, посмотреть и восхититься красотой, а другое дело узнать все нюансы, как это изготавливалось, из чего это и в чем уникальность того или иного изделия. Да, конечно, каждая экскурсия проводится с экскурсоводом, в том числе со мной, так как объем информации очень большой, да, и, конечно, посетителям интереснее, когда об изделиях рассказывает именно экскурсовод. Да? Поэтому каждая экскурсия проводится только с экскурсоводом. А до какого числа будет идти выставка, чтобы, может, какие-то из наших телезрителей, может, с улусов успеют приехать посмотреть такую красоту? Ну, выставка открыла двери уже вчера, как я сказала, да, и продолжится до 28 ноября этого года, то есть до конца ноября. Ждем вас. Все. Анна, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Дорогие наши телезрители, мы напоминаем вам о том, что замечательная выставка «Ювелирные украшения Якутии», лучшие ювелирные украшения Якутии, продлится до 28 ноября. Посетите, пожалуйста, посмотрите, восхититесь действительно, потому что наши ювелиры – это не просто гордость, это уже бренд нашей республики, поэтому соприкоснуться с этой красотой просто необходимо. Ну и сейчас у нас есть еще один телезритель на связи, кто хочет высказаться, успеть высказаться в прямом эфире по теме тех изменений, которые произошли в транспортной системе нашей столицы. И этот телезритель сейчас с нами на связи. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Я живу в районе, значит, улицы Курнатовского, и у нас, значит, была остановка возле детского садика. Когда делали ремонт дороги, остановку перенесли к магазину «Дачник».
Я считаю, это неправильно, потому что дети маленькие, да, и мамочка одного ребенка в садик, другого в школу, а ей приходится, значит, идти далеко. Кроме этого, там нет пешеходного перехода, поэтому необходимо вернуть остановку назад. Спасибо большое за ваш утренний звонок, за вашу активную гражданскую позицию. Нас смотрят не только активные телезрители, но и руководство нашей республики. Я думаю, ваш звонок будет услышан. Спасибо большое. Спасибо. Вот таким было утро этого вторника. Дорогие телезрители, мы благодарим вас за то, что звоните нам. Мы напоминаем вам о том, что всю подробную информацию мы дублируем в нашем телеграм-канале. И мы с вами не прощаемся. Увидимся уже завтра в это же время на телеканале Якутия 24. Всем прекрасного, доброго утра и хорошего настроения.